Накануне в Грозном были подведены итоги городского осмотра конкурса «Лучший пункт проведения экзаменов 2025». По результатам оценки лучшим пунктом проведения ЕГЭ в 2025 году был признан пункт за номером 1802, организованный на базе средней общеобразовательной школы номер 18 города Грозный. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И руководитель пункта проведения экзаменов за номером 1802, заместитель директора по учебной работе средней школы номер 18 Диана Магомадова. Машал, Диана. И сразу, переходя к нашему разговору, поздравляем вас с высокой оценкой. Всех вам благ. Это звучит, звание лауреат дорогого стоит. Теперь давайте перейдем к сути нашего разговора. Скажите мне, Диана, что кроется за таким почетным званием «Лучший пункт ЕГЭ»? Нам и телезрителям очень интересно узнать, что делает ваш пункт особенным. Спасибо большое за добрые слова. Для нас, конечно, это большая радость и признание всей команды. Мы старались продумать все, от охраны у входа до организаторов аудитории. Каждый прошел подготовку не только по регламенту, но и по психологии. Это обязательно? Это обязательно. Мы хотим, чтобы наш пункт 1802 не воспринимался как экзамен, а как уютный дом, чтобы нашим детям было комфортно у нас. А получается? А получается. 2 года подряд получилось. Вот, я и хотел у вас спросить. Смотрите, если я не ошибаюсь, ваш пункт проведения ЕГЭ номер 1802, вот, да, вот такой номер литерный, 1802, средней школы номер 18, был признан лучшим не только в 2025, но и в 2024 году. 2 раза был признан лучшим. Правильно? Да. А как это получилось? В 2024 году мы не только начали этот путь, в 2025 году мы закрепили успех. Мы просто системно работаем, разбираем ошибки, улучшаем процесс и держим высокий уровень. Ну, смотрите, это же тяжело, 2 года подряд оставаться лучшим. Как вам удается сохранять лидерство на протяжении 2 лет? И в чем секрет вашего успеха? Чем отличается ваш пункт проведения экзамена от других? Вот смотрите, казалось бы, условия для всех одинаковы. Вот, а чем вы отличаетесь от других? Но главный секрет – это моя команда. Люди, которые работают с полной отдачей. Мы стараемся, чтобы атмосфера была не формальной, а дружелюбной. Для нас важно, чтобы ребята чувствовали себя, чтобы ребята чувствовали и поддержку, и комфорт во всем. Мы детям всегда улыбаемся, мы им говорим: да, у вас все получится, мы в вас верим. Мы детей не ругаем, разговариваем с детьми на спокойном тоне. Вообще не ругаете? Вообще не ругаем. И на экзаменах не ругаете? И на экзаменах. В учебном процессе не ругаете? Да, в учебном процессе, конечно, иногда приходится ругать. Но во время экзамена мы не ругаем. Но во время экзаменов нет, не ругаете? Это делает вас особенным? Да. В 2026 году сможете оставаться в лидерах? Мы будем стараться. Я не говорю стать победителем, это мы еще посмотрим. В лидерах остаться сможете? Мы будем стараться. Мы будем делать все для этого. Я надеюсь, у меня получится. Если Будем 2 надеяться. года подряд я... Будем надеяться. И следующий год нам это покажет. А сколько выпускников сдавали экзамены в вашем пункте в этом году? И по каким предметам? Вот какова была общая нагрузка на ваш пункт? Есть ли какие-то данные статистические? В этом году у нас экзамены, у нас было 18 экзаменов, плюс еще пересдачи. В одном вашем пункте да. 18 экзаменов? Да. Так. Посадочных мест у нас 210, и 18 экзаменов, около 4000 детей мы приняли в этом году. 4000 детей вы приняли в этом году? Да. Это дети, скажем так, ученики не только вашей школы? Это не наша школа, это весь город и резерв вся республика. Вы детей не знаете? Мы детей не знаем. Вы просто предоставляете площадку для сдачи экзамена. А не трудно?
незнакомые дети, Очень тяжело. У каждого ребенка свой а с характер. каждым ребенком и родитель приходит. Не Да. трудно бывает в этих условиях работать? Конечно, очень тяжело, но мы стараемся. Стараетесь? Да. Видать, хорошо стараетесь. 2 года подряд остаетесь лучшим. Значит, хорошо стараетесь. А какие предметы пользуются наибольшей такой популярностью среди выпускников? А какие, наоборот, выбирают редко? Но чаще всего выбирают биологию, химию. Это наши будущие юристы и медики. Редко выбирают физику, географию, информатику. Такие предметы Не пользуются успехом? не. Или они а, сложные для Там, наших как правило, выпускников? там, как правило, уже осознанно выбор профессии. Дети, которые сдают информатику, они уже осознанно знают, куда хотят, что последует за этим. Они выбирают то, что им нужно. Да. И вот эти предметы, которые они выбирают, их надо с вами согласовывать? Нет. Они сами выбирают, Да, это выбор детей. никому ничего не говорят. И как вы оцениваете сдачу ЕГЭ в этом году? Сперва спрашиваю как преподавателя. Но, вы Вот знаете, ваше мнение, оценка- просто чисто мнение. Я же не оцениваю, я как руководитель пункта только предоставляю им свой пункт. Я понимаю оценку, если я спрошу. Вот вашу, на ваш взгляд, как преподавателя, как замдиректора. Но в этом году дети очень хорошо сдали экзамены. Хорошо сдавали. Да, лучше, чем в прошлом году. Вот что я хотел от вас услышать. А были ли какие-либо изменения в правилах проведения экзамена в этом году? И как они повлияли на организацию работы вашего пункта? Так, серьезных изменений не было в этом году, но требования безопасности усилили. Мы обновили оборудование, уточнили информацию, какие новые введения в этом году были. И очень приятно, что теперь в проверках участвуют и родители. Теперь и родители могут посетить пункт, Зачем? оценить, чтобы посмотреть, в каких условиях их дети сдают. А раньше этого не было. Раньше этого не было, только с этого года. Сейчас родители могут прийти, посмотреть, в класс зайти. Да. Нет, в класс зайти, сесть с ребенком они не могут. Вот! Но вне аудитории они могут посмотреть. Но Как во дети- время экзаменов они где находятся? Родители? Вне аудитории. Вне аудитории. Вне аудитории. И это обязательно. Да, один представитель родительского комитета должен присутствовать во время экзамена. Это тоже обязательно. Это Как обязательно. наблюдатель. Да. И что это дает? Ну, просто чтобы родитель знал, в какой атмосфере, в какой обстановке их дети, что там не изверги, что мы тоже такие же хорошие, спокойные люди. Тогда вопрос вдогонку вашему ответу. Насколько строго сейчас контролируется соблюдение правил проведения экзаменов? Действительно ли исключена возможность списывания? Я спрошу тогда так. Какие меры контроля применяются в вашем пункте? Вот какие-то конкретные примеры можно? Вот такой большой вопрос. Прошу. Контроль стал еще точнее. Работает федеральная система «Смотри ЕГЭ», которая с помощью нейросетей отслеживает каждое движение ребенка. В этом, мне кажется, списать это 100% нереально. А пронести шпаргалку? Нет, ни шпаргалку, не вынести ни одну бумажку. Это нереальная картина, потому что нас Телефоны, какие-то другие Рособорнадзор- гаджеты, какие-то другие приспособления. Нет. Это строго проверяется. Это очень строго. Это у входа проверяется. Вообще на экзамен что разрешается ученику? 2 гелевые ручки. И все. И все. Все Больше остальное ничего? мы сами выдаем. Не покушать с собой взять нельзя. Могут взять с собой воду, шоколадку. Перерывы бывают во время сдачи экзаменов? Нет, но ребенок имеет право в любое время выйти. Сколько раз? 5-6 раз. По необходимости. Да. Его кто-то контролирует за Да, пределами. его встречает организатор вне аудитории, провожает, может в медпункт пойти. У вас вот эти Обязательно. все условия были рассчитаны, подготовлены. Да. Никаких Никаких замечаний. эксцессов не было. Нет. Кого-нибудь исключили? Нет. Вывели Экзамен? из процесса сдачи Нет. экзаменов? У нас в этом году очень спокойно прошел экзамен.
Никаких видеонаблюдения. По видео нам никаких меток не приходило. Экзамены шли очень в спокойном режиме. Смотрите, на конкурсе, о котором мы говорим, также были награждены победители в номинации «Лучший руководитель пункта проведения экзаменов». Третье место, давайте начнем с этого. Третье место осталось за заместителем директора гимназии номер 4 города Грозного Асет Чачаевой. Второе место – учитель средней школы номер 34 города Грозного Зарема Джатиева. Победителем стали вы, Диана Магомадова, заместитель директора по учебной работе средней школы номер 18. Это так? Да, я очень благодарна жюри за высокую оценку. Также я хочу поздравить и Асет Чачаеву, и Зарему Джатиеву. Они настоящие лидеры. Вы друг друга знаете? Да, мы друг друга знаем. Но как так мой пункт только 3 года назад начал лидировать. Я их чуть-чуть опередила в этом плане. И 2 года подряд взяла это первое место. Вы 2 года подряд? Да. Ах да, как руководитель, Да, прошу как прощения, руководитель. чуть было не забыл. 2 года подряд вы становитесь лучшим руководителем. Да. Ну и как это звание для вас не тяготит? Ну, я очень горжусь собой, конечно. А как вам удалось стать лауреатом смотра конкурса? Расскажите, вот по каким критериям определяется лучший руководитель? Я прошу, расскажите. Критерий было много. Организация, соблюдение регламента, дисциплина, подготовка персонала. Мы провели огромную работу. Весь год мои организаторы вне аудитории, организаторы в аудитории проходили тренинги. Я их очень часто собирала, особенно ближе к экзаменам. Я пыталась донести все до организаторов, чтобы мы ничего не пропустили. Ну вот И смотрите, вот, в я конкурсе справилась. участвуют все школы города Грозный, столицы Чеченской Республики. Много, да? Вы друг друга все знаете. Да. Участники, да? Вы становитесь победителем, лауреатом. А там ваши подруги, да? Да. Которые вас знают, с которыми вы общаетесь. И вы 2 года подряд становитесь лучшим. Тем более, что школа 18 становится 2 года лучшим. Вот как это? Вот как на это все остальные смотрят? Ну, наверное, Что спокойно. пункт как-то. лучший, что руководитель пункта лучший. Не знаю, если честно, все были за меня очень рады. Все меня поздравляли. Все говорили: да, Диана, ты заслужила это. Ты прошла огромный путь. Искренне говорили. Да. Я Все надеюсь. пересдачи были у меня. Ну, я тоже надеюсь. Хорошо, тогда возвращаясь к нашему пункту, а вот по каким критериям еще раз определяется лучший пункт? Что там ходит? Охрана, подготовка, что еще? А, Вот на что вы комиссия обратили оценивала внимание, всё. ваш пункт, чтобы стать лучшим? От техники до атмосферы. Это обязательно. Да, главное, чтобы все было четко, спокойно и без лишних напряжений. Главное, чтобы экзамены проходили без меток, чтобы огромных нарушений не было. А там комиссия, наблюдатели, Да, жюри, да, да. У нас обязательно. один день, это 9 федеральных наблюдателей было. Давка была, конечно, очень большая. Минуточку, 9 федеральных наблюдателей да. на экзаменах. Да, это с Дагестана, с Осетии были. 9 региональных наблюдателей. Какие оценки? Они оставили хорошие отзывы. Это Плохих не было? И плохих не было. Негатива не было, Негатива тоже не было. только позитив. Да. И что вам желали? Были удивлены уровнем чеченского Очень. образования? Очень. Были? Да. И какие отзывы, что от них было слышно? Часто говорили, что у них не так сдают экзамены, у вас все так налажено, все так спокойно, родители тоже вели себя очень спокойно, дети тоже спокойно заходили, выходили, атмосфера была тихая, спокойная, Никаких шумов, никакого никакого гвалта. шума, никакой суеты не было. Родители знают свое место. Да, родители спокойно стояли на улице, ждали своих детей. Дети выходили с улыбкой, дети были счастливы, родители, а мы, конечно, Вдвойне вдвойне. счастливы. Да. Итак, смотрите,
Школа номер 18 – лучший пункт, так? Да, Руководитель данного пункта – лучший руководитель, так? да. А каково это быть лучшим? Что значит для вас и для вашей школы эти достижения? Ну, Вот как эти победы повлияли и повлияют на вас? быть первым это очень вдохновляет. Ну и очень ответственно. Да, для школы это честь, для коллектива это стимул. Победа нас сплотила, дала уверенность и желание идти дальше. Мы на этом не останавливаемся. А есть куда идти? Есть планы? Да, Цели? Я почему спрашиваю, в следующем году вам нужно будет защищать это ваше титул. звание. Мы Я готовы поэтому и к этому. спрашиваю. Есть ли цель стать лучшим в третий раз? Вот скажите честно. И что для этого необходимо? Я очень хочу сохранить этот титул. Повторяться ведь нельзя будет. Нужно будет что-то новое показывать. Покажем. Мне Время это нравится, учит. как вы говорите. Покажем. Конечно. Как говорится, посмотрим. Да. Хорошо, Мы с договорились. вами еще в следующем году здесь увидимся. Договорились, ловлю вас на слове. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. И мой последний вопрос. Смотрите, а точнее скажите мне, насколько существенное воздействие оказывают подобные мероприятия на совершенствование методики подготовки и организации единого государственного экзамена? Насколько значима их роль в обеспечении высокого уровня проведения экзаменов и какова актуальность их проведения, я скажу так, в контексте повышения качества образования, вот таких конкурсов? Большой вопрос, понимаю. Нужен подробный ответ. Прошу. Такие конкурсы действительно полезны. Они мотивируют, развиваются, искать новые решения, Работа делиться лучше? опытом. Я что-то беру от другого пункта. Что-то берут у вас. Да, что-то берут и у нас. Часто бывает, просят то журнал прислать, то организованность показать какая, что я выявила, что я сделала, что я новое придумала. А что именно лично вам дают такие конкурсы? Я почему спрашиваю? Я знаю, что школа 18 в свое время была признана лучшей школой в России. Да. Понимаете? И было такое. Вы сейчас в течение 2 лет становитесь лучшими в Грозном. Это же что-то значит? А что значит действительно? Это командная работа. Главная команда. Да, главная команда. Знаешь, в нашей школе есть команда. Есть. Вот это самое главное. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам Спасибо. и победы в следующем году. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И руководитель пункта проведения экзаменов за номером 1802, заместитель директора по учебной работе средней школы номер 18 города Грозный Диана Магомадова. Друзья, вы сами все слышали. Давайте пожелаем нашему гостю победы и в следующем году. И напоследок, не забывайте, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.